Сущность вот этих всех мошеннических схем, образно говоря, состоит в том, что потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на имущество, полагая, что тот действует добросовестно. Уголовный кодекс Российской Федерации, кроме такого общего вида, как мошенничество, предусматривает также различные мошенничества в различных сферах, среди которых выделяется такое мошенничество, как при получении выплат. Мошенничество при получении выплат, оно выражается в том, что выражается в хищении денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, иных социальных выплат. Всего с начала этого года Сибайским городским судом было рассмотрено 2 уголовных дела, связанных с мошенничеством при получении выплат. В первом случае мошенничество состояло в том, что руководитель одной из организаций предоставил ложные сведения для получения финансовой поддержки в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства. А во втором случае местный житель представил подложные справки о среднем заработке, чтобы получить пособие. По первому случаю приговором суда было назначено наказание в виде лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей. А во втором случае в отношении местного жителя было назначено наказание только в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Следует отметить, что, назначая наказание, суд в том числе учитывал то, что подсудимыми весь ущерб был возмещен полностью.